Быть или не быть? Задумались в Казанском театре Тинчурина. Его главный режиссер сегодня представляет премьеру «Гамлет». На татарский язык пьесу Шекспира перевел на Кейсанбет. Но в спектакль вошли лишь самые интересные сцены. Иначе он длился бы не 3, а все 9 часов. Ставить классика решили в современном ключе. Почему, узнала Маргарита Петрова. В этот раз от большой сцены в театре решили отказаться. Актеры играют в помещениях, максимально похожих на настоящий замок. Так, в этом здании на Горького 13 до того, как был театр, проходили балы. Там на втором этаже играл оркестр, а здесь в фойе танцевали пары. А сейчас артисты эффектно сражаются на мечах. Учились этому специально для спектакля. Это финал постановки. Актеры рассказали, что боялись. С большой сцены обычно видят только темноту, а тут и глаза зрителей. Правда, прийти может не более 100 человек. В фойе тинчуринцы играют впервые в истории театра. Уже оценили. Акустика отличная. В фойе все, голос варьирует, и если ты не будешь чувствовать свой голос, слышать его, то будешь накладываться на свои же слова, и получится просто пробалтывание, а не донесение текста. И это в «Гамлете» это одно из главных, то, что человек должен слышать текст, понимать его. Тем более спектакль поэтический. Такие вообще на сцене нечасто, говорят здесь. К перевоплощению в Гамлета Артем Пискунов начал готовиться с февраля. Только Шекспира перечитал раз 50. Фраза «быть или не быть» звучит на языке оригинала. Все остальное на татарском. Музыка соответствует эпохе. Это Бах. А костюмы лишь в одной сцене, где актеры играют актеров. Остальные наряды современные. Чтобы зритель понял, что страсти и проблемы, которые испытывал Гамлет, они в принципе остались такими же. Я уже давно и не раз говорил о том, что люди не меняются, меняются технологии. Гамлет не про одного персонажа, а про всех людей, объясняют свою позицию в театре. Этой постановки здесь ждали 10 лет. Некоторые артисты, утвержденные тогда, играют и сегодня. Маргарита Петрова, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань.